Вы смотрите телеканал БСТ, по-прежнему в эфире программа «Салям». Меня зовут Юлия Санбердина. Не знаю, как вы, но я примерно раз в месяц, наверное, получаю в своих мессенджерах сообщения типа «одолжи кругленькую сумму» от знакомых, с которыми мы вообще практически не общаемся. Конечно, в этот момент я сразу понимаю, что это мошенники, но не всегда все так очевидно, и люди продолжают терять свои деньги. Как защитить свои мессенджеры от взлома и что делать, если это случилось, мы сейчас будем говорить с нашей гостьей в студии телеканала БСТ, заместитель директора департамента финансовой грамотности Финцентра Республики Башкортостан Светлана Валиева. Доброе утро. Доброе утро, Юля. Ну что, вот знаете, до сих пор непонятно, как мошенники получают доступ к нашим мессенджерам. Да, WhatsApp, Telegram, может быть, еще кто-то кем другими пользуется. Как это происходит? Ну, для этого мошенникам теперь не нужно воровать ваш телефон, доставать какие-то пин-коды, потому что и в WhatsApp, и в Телеграме есть такая функция, которую изначально создатели придумали для нас, чтобы можно было к WhatsApp или Телеграму в своем телефоне подключить еще одно устройство, например, компьютер. То есть можно там на рабочий компьютер вывести WhatsApp, можно на личный компьютер, чтобы не отвлекаться на телефон постоянно. Вот, к сожалению, не все знают, что внутри обеих программ есть внутренний пароль, который задает сам пользователь. Если этот пароль не устанавливать, то мошенники легко могут подключить еще одно устройство к вашему WhatsApp. Причем люди даже могут не понять, каким образом, потому что не вспомнят, что им приходила рассылка от какого-то там друга или в домовом чате. Проголосуй, пожалуйста, за мою племянницу вот по этой ссылке. Что там еще бывает? Я голосую. Да, ну вот нужно быть аккуратней, потому что когда вот это вы переходите по этой ссылке, если она не настоящая, а мошенническая, то на автомате ваше устройство привязывается, ваш WhatsApp привязывается к еще одному компьютеру. То есть фактически вы спокойно продолжаете пользоваться своим WhatsApp, ничего не подозреваете. А где-то мошенник точно так же на компьютере открыл и через определенную программу начинает по всему вашему списку контактов рассылать там вот те самые сообщения, да, одолжи денег или снова проголосуй за племянницу, чтобы просто сеть сделать еще больше. Поэтому давайте проверим сразу, раз тем более вы уже такую ссылку говорите, что вы уже переходили. Я вообще заволновалась сейчас, Светлана. Давайте, не переживайте. Я даже предлагаю телезрителям тоже взять свои телефоны. Мы откроем WhatsApp. Так, хорошо. У вас iPhone, у меня не iPhone, поэтому там чуть-чуть отличается. Вот все, у кого не iPhone, нажимают наверху 3 точки. Нажимают наверху 3 точки и переходят в настройки. У вас вместо 3 точек шестеренка внизу. Да. Это настройки. Вот, вы туда переходите и открываете аккаунт. Нажимаете строчку «Аккаунт» и видите строчку «Двухшаговая проверка». Есть такая. У меня тоже есть. Открываем. Это и есть тот самый второй пароль, который мы должны установить сами. Вот у вас что написано? Отключить или включить? Включить. Включить. Значит, вы не включили этот пароль. Нажимаете «Включить». У меня написано «Отключить», потому что я его уже до этого делала. Вам нужно будет придумать 6 цифр. 6, так не много. торопясь, ничего страшного. Главное, не вводите туда год рождения, пожалуйста, 1, 2, 3, 4, 5, 6, потому что вот эти пароли мошенники быстро откроют. Даты рождения детей, внуков, я прошу телезрителей тоже не вводить, придумайте что-то другое. После того, как вы его придумаете, не спеша, раз примерно в 7 дней WhatsApp будет у вас спрашивать. Вот вы пользуетесь WhatsApp, бац, выскакивает окошко и просит вас этот пароль ввести. Вы его вводите, все, он еще на 7 дней успокоился, что это вы, а не мошенник за своим WhatsApp. В Телеграме есть такая же функция. Давайте в Телеграме тоже теперь посмотрим. я вот добавила, и тут добавьте адрес электронной почты. А у вас и электронная почта не привязана к WhatsApp, да? Юля, хорошо, тогда говорим так. Значит, вы сегодня, как закончится эфир, привязываете еще одну электронную почту и вот этот 6-значный пароль. Это нужно для того, чтобы даже если мошенники вас, как известную личность, вскроют, вы сможете восстановить пароль через электронную почту. Вы должны понимать ответственность, потому что если вы от вашего имени кто-то пришлет по вашему списку контактов, скорее всего, люди вам не откажут, понимаете, и деньги уйдут мошенникам. Да, вероятно, такое. Давайте-ка тогда Telegram тоже проверим. Давайте. Открываем Telegram, открываем настройки. Обычно это вот эта слева строчка. Но у меня тут такая шестеренка. Тоже в айфоне, да, настройки написано. Все, нажимаете ее. Вот теперь у вас должна быть строчка «Конфиденциальность». В WhatsApp это аккаунт, здесь конфиденциальность. Нажимаете. И там будет не двухшаговая проверка, как в WhatsApp, а облачный пароль. Облачный пароль. У меня тоже его нет. Вот, все. Ужас Отлично. какой. Сегодня, значит, после эфира вы ставите и тот, и другой пароль.
На всякий случай проверим, нет ли у вас уже подключенных устройств. Хорошее дело. WhatsApp в этом смысле, он разрешает нам подключить устройство, но он также разрешает нам время от времени поглядывать. Открываем снова WhatsApp, снова те же самые шестеренки у вас, а у меня 3 точки. Угу. И вот сразу же здесь видно связанные устройства. Есть у вас такое? Да, это, кстати, я проверяю, периодически Отлично. смотрю за этим, и Да. вроде бы все как бы мое связанное устройство. Тут одно связанное устройство, это мой домашний компьютер. Вот, у меня рабочий и домашний компьютер, я их вижу. Если вдруг вы замечаете здесь какой-то не тот сеанс, какое-то Ага. устройство, которое вы не привязывали, вы нажимаете на него и удаляете. Выйти у меня кнопка есть. Все, вот, значит, вы нажимаете «Выйти» и таким образом удаляете. В Телеграме то же самое. Настройки устройства. Время от времени проверяем там тоже. Да, Мы слушайте. эту функцию запоминаем. Во-первых, ставим пароль шестизначный. Во-вторых, время от времени проверяем устройство. Это нам пригодится, даже если вас уже взломали. Первым делом нужно будет вот эти связанные устройства удалить, и тогда мошенники, вы оборвете связь у мошенников с вашим WhatsApp. Ну вот сейчас я в Телеграме смотрю, у меня тут 21.06.24 какой-то непонятный десктоп. Это не факт, что мой компьютер, хотя может быть и он. На всякий случай удалите. потому Завершаем что- сеанс. Да. До свидания. На всякий случай удаляйте, потому что вы же сможете заново войти, если такое понадобится. Да, все. Ой. Первый путь прошли. Двухшаговую проверку устанавливаем и проверяем связанные устройства. Это очень важно. Потому что часто не мошенники, а сами люди, пользователи, не сразу могут заметить, что у них там уже мошенник подключился, как? что-то делает. Они же, если пишут сообщения, я же должна их видеть. Ага, с одной стороны должны, с другой смотрите, как они хитро делают. Вы знаете, что когда вы в переписке с кем-то общаетесь и что-то не то человеку отправили, можно быстренько удалить сообщение. Да. Можно выбрать удалить у всех, и тогда сообщение удалится и у вас, и у собеседника. А можно выбрать удалить у меня. Тогда вы у себя в переписке это сообщение удаляете, а у человека оно остается. Вот у мошенников, поскольку они это делают не в ручном режиме, каждой жертве рассылают, у них так написана программа, что они вот подключились ко всем WhatsApp, которые без паролей стояли, начинают по списку контактов рассылать одно и то же, например, сообщение, переведи, пожалуйста, денег, и следующим шагом тут же эта программа это сообщение удаляет у вас. Причем у меня не будет плашки, Не вы будет. удалили сообщение. Нет, если бы вы удаляли у всех, то есть у себя и у собеседника, Да. там бы выскочило, что вы удалили, вообще оповестили бы всех этим сообщением. Но если вы удаляете у себя, то вы этого не увидите. Так вот зачем нужна эта плашка, чтобы замечать Да, эти да, удаленные точно. сообщения. Вот таким образом вы не увидите, вы будете спокойно заниматься своими делами, а конечно. мошенники уже у вас потихонечку. А если по взломали, вот что делать? Мгм. Если вы взломали, первое, что мы делаем, естественно, идем в связанные устройства, то есть не паникуем. Если мы видим, что нам уже друзья начали говорить, тебя что, взломали, ты мне шлешь какие-то сообщения, заходим, не отвлекаемся на наших родных и друзей, которые в это время там пишут, вам, заходим в настройки, связанные устройства, оборвать сеансы. Обрываем сеансы. Следующим шагом, поскольку, скорее всего, мошенники уже раскидали по вашим друзьям эти сообщения, которые вы не видите, меняем аватарку, свою фотографию, и выставляем в статус сообщение «Меня взломали, не переводите денег». Можно это сообщение самому не набирать, прям в Яндексе или там в любом поисковике забить «Меня взломали, WhatsApp, картинка». Там уже куча этих картинок, которые для нас уже сделали. Скачивайте картинку, ставите быстренько ее на аватарку. Первые 2 шага сделали, устройство оборвали, родных предупредили. Следующим шагом, чтобы больше мошенники не могли восстановить эту связь с вашим устройством, нужно удалить приложение. Прям вот не просто иконку с рабочего стола, вы прям берете, заходите в приложение, удалить, можете не бояться, вы как бы уже не потеряете доступ к своему WhatsApp, вы удаляете приложение и загружаете его из магазина приложений заново. Потому что когда оно обнулится, вот оно заново вскочит у вас на экране, там нужно будет в свой номер телефона ввести. Да, WhatsApp заново все сделать. Да, WhatsApp же привязан к вашему номеру да, телефона. да. У мошенников нет доступа к вашей симке, у них только вот они на устройстве открыли. Соответственно, вы вводите номер телефона, и WhatsApp присылает вам смс-код. Вы его вводите, все, вы зашли. Если у вас стояла двухшаговая проверка, которую мы ставили, то он тут же еще вот эти 6 цифр попросит ввести. Вводите 6 цифр, все, вы вернулись в свой WhatsApp, подгружаете переписки, смотрите, что там творилось, кто Всё из ваших понятно. родственников. В общем, есть возможность себя обезопасить, есть возможность сделать что-то, когда вас взломали. Надеюсь, с вами это не случится. Посмотрите в свои настройки. Светлана Валиева сегодня была в студии телеканала БСТ. Это заместитель директора Департамента финансовой грамотности Финцентра Республики Башкортостан. Спасибо за такую полезную беседу. Телеканал БСТ свое вещание продолжает.